что Басаева называть террористом и не требовать того, чтобы наказали тех людей, которые отдавали приказ бомбить больницу, вот, которые сейчас, опять же, в Первомайске расстреливали своих же заложников. А чьих рук все погибают люди-то на самом деле? Вот. И очень странно, что россияне все время вот повторяют: Басаев их оскорбил, Радуев их оскорбил, а собственные власти их не оскорбляют. Вообще, откуда такое смирение-то? Или это не ваши мальчишки там гибнут? Ну, не только ваши, и наши тоже. Вы пишете в письме, что мы неправильно говорим о войне. Как вам кажется правильно вот о ней говорить? Но проблема здесь не в том, что это осталось от Союза, а в том, что Чечня никогда и не хотела быть, в общем-то, в составе России. Сначала ее угнетали вот при царской России, потом Сталин высылал чеченцев. Вот вместо извинения, не знаю, перед этим многострадальным народом, опять война, опять кровь. Они имеют право на независимость, имеют, как все остальные республики бывшего Советского Союза. И Таджикистан тоже. Вот сейчас имперская просто идет политика. Хотят удержать как можно больше вокруг себя, вот, присоединить то, что уже отсоединили, Белоруссию, например. Вот, потом, может быть, возьмутся за Украину. А я не хочу быть в составе такого государства. Не хочу. Чечня никогда не подписывала ни одного документа о вхождении в состав Российской Федерации. Никогда. Чечня не была и не будет частью России. Вся эта история последних столетий – это оккупация, это постоянные войны, которые навязывались чеченскому народу силой. Эта женщина абсолютно права. Когда называют Шамиля Басаева террористом, то забывают главное – кто отдавал приказы бомбить больницы, кто уничтожал мирных заложников, кто стирал с лица земли Грозный. Это делали российские войска. Они убивали везде. В больницах, в школах, в селах, в городах. Чеченский народ никогда не смирился и не смирится с оккупацией. Это факт. Мы жили свободно и будем жить свободно. И никакая сила в этом мире не способна стереть с нашего сердца волю к свободе. Марш Дейрилвай!